экспериментаторами. Но им надо дать должное. Они научились всю страну чистить зубы и ходить в баню. Это очень важно. Что местное самоуправление является стопором для реформ. Два выхода. Или усиление вертикали власти, то есть подчинение муниципалитетов губернаторам напрямую, или же создание институтов гражданского общества, которые будут поддавливать снизу. Как вы считаете, что будет эффективнее и что будет проще и быстрее сделано? А вы попробуйте одновременно. Я думаю, что и власть должна быть сильной и вертикальной, и гражданские институты должны быть мощными и напористыми. Но и вот в их взаимодействии рождается, видимо, правильная конфигурация общества. Что касается местного самоуправления, знаете, я тоже очень критично отношусь к тому, как оно устроено. И, кстати говоря, даже когда происходила реформа, и в этом году переходный период заканчивается, мы переходим на новую форму по всей стране. Ну, в общем-то, тут иллюзий быть не должно. Во всех странах местные самоуправления, коммуны, там, общины, они все датируемые. Вот этот миф, который нам рассказывали, что надо как-то по-другому все распределить, и они сами начнут себя содержать, это, конечно, не так. Но я, тем не менее, считаю, что дальнейшая вертикализация, она все-таки чревата, потому что я говорил уже, я действительно искренне считаю, что демократия – это такая форма политическая, которая функционирует на пределе сложности. То есть, знаете, как вихрь функционирует. Да, вот он вращается, он ведь вроде с виду стабилен, вы же видите его. Но он существует, пока есть активное движение, активный приток энергии и сброс энергии. И тогда это все есть. Как только энергия перестает в этот поток поступать, он сразу исчезает. Но важно, чтобы это было именно так. Мне кажется, что если мы дальше начнем сокращать количество степеней свободы, в том числе в сфере государственного управления, то это нас приведет в тупик. Нельзя, поверьте, ничего там вертикально решить. Ну нельзя. Надо приучать людей потихоньку учиться самим организовывать жизнь вокруг себя. Потому что я всегда, давайте, кто из вас был за границей, загляните в какой-то городок. Вы думаете, им все время какой-то центр присылал туда деньги? Нет, община занималась сама собой. Граждане города сами думали о своем городе. Они где-то вышибали из центрального правительства деньги, где-то сами. Потому что сделать свои улицы чистыми никакая вертикаль не поможет. Тут не вертикаль, а метла нужна. Это разные вещи. Вот. А мы часто вертикаль с метлой путаем. Ты возьми сам, да и сделай себе, извиняюсь, опять же вернусь к этому, не могу молчать. Сортир нормальный на дороге. Кто вам, вертикаль будет этот сортир, что ли, строить? Я приеду из Москвы вам его строить. Не приеду я. Сами стройте. Поэтому я думаю, что местное самоуправление быть должно. И люди должны привыкать заботиться о себе сами. Спасибо. Я здесь. Владислав Юрьевич, я здесь. Здравствуйте. Меня зовут Юля, проект «Малые города». У меня такой вопрос. Раньше основным инструментом работы движения были массовые акции, но на сегодняшний день этот метод стал довольно обыденным. На ваш взгляд, какие новые инновационные методы работы стоит использовать движению в этой области? На самом деле абсолютно правильный вопрос, потому что новаторство, оно же возможно не только в технической сфере. Я специально делаю акцент на техническую сферу, потому что я считаю, что мы должны привыкнуть заниматься предметными, да, какими-то вещами, да, такими очень прагматичными. Потому что как только мы отрываемся от такой задачи, не упрощаем ее, не сужаем, то мы сразу с легкостью убегаем в те сферы, где просто идет пустой разговор и все. Но на самом деле здесь тоже, например, флешмоб там пресловутый, когда-то ведь был новаторской идеей, да, вот в сфере массовых акций и так далее. Вот, поэтому я вам врать не буду, я не знаю. Но мне кажется, я бы хотел как раз, чтобы вы исходили из того, чтобы сами искали формы массовых движения, потому что они действительно имеют место, они действительно во времени развиваются. И чтобы людей даже приводить на массовые акции, нужно каждый раз
придумывать интересную форму и учитывать, что люди меняются. Привести человека на массовую акцию 7 ноября 1971 года, это была одна технология. Привести их там в 91 году, так сказать, против коммунистов выступать, другая технология. Сейчас уже, там, 3 года назад, в разгар оранжевых революций, это была третья. Сейчас, я думаю, уже четвертая. Поэтому каждый раз вы можете вносить свой вклад в развитие этой вещи. Но я не претендую на то, чтобы вам что-то рекомендовать. Спасибо. Добрый день, Владислав Юрьевич. Я Дудаев Ахмед, Чеченская республика, село Дубаюрт. Нам очень приятно сегодня, что у нас есть возможность задавать вопросы, слушать вас. Так, вопрос у меня. Мы знаем, что по поручению президента Медведева была создана антикоррупционная комиссия. Мы хотели бы знать принципы работы этой комиссии и есть ли результаты на сегодняшний день. И возможно ли те инновации, про которые мы очень много говорим, в нашем государстве, которое так сильно болеет коррупцией. Спасибо большое. Я хотел бы сказать, что мы все еще ждем вас в гости. Спасибо вам большое. Вы хотите знать, зачем, чтобы подготовиться, что ли, или что? На самом деле, Президент Медведев уже озвучивал в своем выступлении на Совете Федерации, на Совете законодателей, точнее, было такое мероприятие, основные моменты этой программы антикоррупционной. Я думаю, что она в таком своем уже более четком виде появится где-то осенью, как насколько я знаю. И, пожалуй, на сегодня это все, что я могу сказать. Вы можете все это прочитать. Это выступление публиковалось, оно есть на всех сайтах, и так, на президентском сайте, во всяком случае, и так далее. Вот. А что касается в гости, я обязательно, конечно, загляну. Спасибо. Владислав Юрьевич, прошу прощения, что из-за угла. Владислав Юрьевич, я извиняюсь, наверное, так будет лучше. Вербицкий Роман, проект добровольной молодежной дружины. Дело в том, что к нам приезжали в гости сербы, сейчас находится сербская делегация. Приехали сербы как из Сербии самой, Косово, Босния и Герцеговина, так и из Европы, сербская диаспора. Вот у меня по этому поводу такой вопрос. Как нам показалось, и в принципе так оно и есть, диаспора Сербии, которая находится в Европе, является чуть ли не большими патриотами даже, чем сами сербы, проживающие в Сербии. Вот на мой взгляд, не кажется ли нам пора работать с русской диаспорой? Не кажется ли вам, что нам может быть возрождение культуры, о том духе, о котором мы разговаривали и говорили в начале лекции? Не кажется ли вам, что начинать нужно, может быть, с этих корней? Начинать, может быть, нужно свою культуру возрождать именно с этих тех русских людей, проживающих за территорией Европы и так далее. Нет, спасибо. Ну, конечно, кажется, я не знаю, надо ли с этого начинать возрождение, потому что я, например, не считаю, что те, кто эмигрировал в 1917 году, и тем более эмигрировали позже, являются носителями некой исконной русской культуры, потому что русская культура существовала и в Советском Союзе, она здесь развивалась, она развивалась причем в реальных условиях, и, в принципе, мне кажется, вообще любой патриотизм такой на выезде, который я его считаю таким другим видом патриотизма, потому что, как знаете, Тургенев жил за границей всю жизнь, да. И, очень любил Россию при этом. И я верю этому, что он ее обожал просто, да, но как про маленькие города, да, а кто будет это все менять к лучшему? Если мы с вами уедем, Баден-Баденов много на свете, вслед за Тургеневым, да, а у нас будет, как у одного из героев романа, на столе стоять чернильница в виде лаптя, и тем самым он будет показывать свой патриотизм, так сказать. Надо кому-то здесь что-то делать, на мой взгляд. Я ни в коей мере не сужу об этих людях, правы они или нет, но действительно в какой-то мере быть сербом, патриотом, уехавшим из Сербии в большей степени, чем патриот, который там остался, проще. Потому что, живя в Сербии, вы должны прямо ответить на вопрос, а что я могу сделать, чтобы оставить Косово в составе Сербии? И вы знаете, что вы ничего не можете сделать. Что ж, вы не патриот? Да нет. А когда вы уехали куда-нибудь там во Францию, вы из этого далека можете, конечно, говорить, что ж они там делают, что ж они Косово отдали. А ты вернись, да верни это Косово, если такой умный. Правда ведь? Поэтому я больше доверяю патриотизму по месту жительства. Если ты патриот, давай. Хотя, конечно, все мы люди свободны и должны жить, где мы хотим.
Спасибо. На самом деле вопрос верный. Я думаю, что ничего плохого там в этих ягуарах на самом деле нет, потому что нет ничего хуже ханжеского общества. Знаете, когда все это хотят, но все говорят, что не хотят. Вот, поэтому, а говорят так, потому что не могут. Вот. Что касается... Ну, конечно, ягуар это не единственное в мире, ради чего стоит жить, это уж точно. Вот, но я думаю, что как раз то, о чем мы сегодня говорим, мне кажется, не хватает, в том числе и в сфере медиа, и не только там это касается и, скажем, кинематографа, где возможно определенное участие государства, потому что есть просто средства, которые, как вы знаете, выделяются на кино, и никто не мешает там путем конкурсного отбора определять какие-то сценарии, которые будут способствовать созданию новых типов героев. Я думаю, говоря сегодня вот о настрое общества на новаторские подходы, на современный тип патриотизма и так далее, вот мне кажется, такой тип нужно сейчас поднимать. Вот космонавтами, наверное, многие мечтали быть, но если вы помните, был такой фильм, по-моему, «9 дней одного года», там про физиков что-то такое. И тогда вот было очень модным учиться, скажем, в техническом вузе, мечтать о том, что ты будешь конструировать самолеты или космические корабли, или атомные электростанции. Огромное количество ребят, молодых, и это даже я застал, было еще модным, они очень стремились в эту сферу. Это было престижно, но там это не только была пропаганда, людям там еще и платили больше, даже студенты получали несколько большую стипендию, немножко, но больше, чем в обычных вузах. Вот, поэтому, конечно, эта пропаганда нужна, и мне кажется, вот надо сейчас показывать, как человек что-то изобрел, что-то сделал новое, хорошее для людей, у него это получилось, и как все потом хорошо закончилось, как ему дали ягуар, блондинку в шоколаде, и он такой весь счастливый, конец фильма. Вот мне кажется, вот так надо. Уважаемые друзья, у нас есть еще 10 минут, поэтому, пожалуйста, просьба вопросы такие короткие, четкие задавать. Добрый день, Владислав Юрьевич. Меня зовут Лена Екатерина, проект «Наши выборы». Население нашей страны волнует вопросы коррупции и борьбы с ней. По исследованиям, 53% населения России хотя бы раз давали взятки. И мы бы хотели предложить свой молодежный проект «Антикоррупция». И хотели бы, чтобы вы рассмотрели возможность ознакомиться с ним и поддержать его реализацию. И вопрос. Считаете ли вы, что ужесточение меры наказания за взятничество могло бы снизить процент коррупции в сфере образования? Нет, не считаю. И я думаю, что, знаете, на 2 года в тюрьму попасть или на 5, если тюрьма хорошая, эта роль не играет. Хватит и 2. Да, я думаю, что не в этом дело. И вот 53%, я не знаю, какое-то исследование, возможно, так оно и есть, хотя я другие цифры слышал, давали взятки. А вы не давайте взятки. Я недавно был свидетелем замечательного разговора. Сидит один крупный бизнесмен, я кому-то из вас это, по-моему, рассказывал, и один уважаемый товарищ, кстати, член общественной палаты, на минуточку. Не вы, нет, другой человек. И вот этот крупный бизнесмен рассказывает, как у него хотели взять штраф, там, ну, как всегда, ГАИ, там, что-то в этом роде, ГИБДД. И он считал, что ГИБДД не прав, и типа отказался платить взятку. И вот я с ними сужу. Отказался ему дать, и потом отказался еще штраф платить. И он с ними судится, уже там полгода, по-моему. Вот, на суды тратит время. И вот этот общественник, который вроде бы должен сказать, правильно делаешь, молодец, так и надо, борешься за свои права. Если вот мы все перестанем давать, то... а начнем судиться, это же и требуется, правда? Сейчас ведь одновременно с борьбой с коррупцией, ведь президент ставит задачу, чтобы суды наши получили больше независимости, да? В том числе и от коррупции. Да-да. Так вот, он ему говорит, что дурак, что ли? Давайте улаживать этот вопрос. Все решим. Вот 2 пути, по которым можем мы двигаться. Первый – давать взятки, дальше еще давать, и все решать. И все улаживать, и все устраивать. Либо все больше людей среди нас будут отказываться давать эти взятки, потому что это ниже нашего достоинства. Если это несправедливый побор,
Это неправильно. Устроить сына или дочь за деньги в институт – это неправильно, потому что это плохо для сына или для дочери. Потому что никто не может объективно сказать, дурак он, ваш сын или дочь, или дура там, или нет. Да? И так далее. Знаете, я, конечно, говорю довольно, может быть, глупые идеалистические вещи, но только так можно от этого. Когда в стране появится, еще раз повторюсь, критическая масса людей с чувством собственного достоинства, которым ниже их достоинства взять взятку. Да? Потому что такое взятка? Это унижающее чиновника действие. Тебя берут, тобой манипулируют, тебя имеют, извините. А ему, этому чиновнику, кажется, что это типа он такой крутой, что он настолько крут, что ему деньги дают, а на самом деле его унижают. И его за человека не считают, понимаете? Ему сказали, да, я бабок ему дал, он все сделал. Все. Да, это же презрение к человеку. Пока чиновник не будет себя уважать, и пока взяткодатель потенциальный не будет себя уважать и считать, что если это несправедливо, то с какого дьявола я буду давать ему взятку? И вот и не давать, судиться и добиваться. А так можно расстрелять полстраны. Ну и что? Что дальше? Это не поможет, поверьте. Спасибо. Владислав Юрьевич, добрый день. Я вот справа от вас. Сергей Василенко, группа сообществ «Новый взгляд». У меня, да, даже не у меня вопрос, я сейчас передам микрофон другому человеку, я хотел бы немного небольшое введение. Да, вот вы говорили о цветных революциях, да, о том, что все-таки на границе с нашей страной были где-то успешные, где-то, к счастью, безуспешные, да, попытки проведения цветных переворотов. Вот у нас здесь, да, на Селигере присутствует представитель из Монголии, где как раз сейчас, да, идут подобного рода события. К счастью, на мой взгляд, да, достаточно жесткие, но, к сожалению, да, но, к счастью, безуспешные. И с его стороны к вам был вопрос, я, с вашего позволения, передам, да, ему микрофон, и он сейчас все сам расскажет. Здравствуйте, Владислав Юрьевич. И здравствуйте, Селигер. Я представляю молодежные организации при нашей Монгольской народной революционной партии. Я очень рад участвовать в этом форуме. Я очень рад, что слышу у вас очень гуманные вопросы, ваши ответы, слушаю. У нас же всеми одинаковые проблемы тоже.